Путинский. Дальше будет круче. Yeah! Эй, юшки, друзьяшки! На этой неделе вышел мой новый трек на Радио Рекорд. Называется You and Me. Почему You and Me? Да фиг его знает, почему You and Me. Потому что в акапелке так поется. Ну и пришлось так назвать. Сначала я хотел его назвать на удмуртском языке Тонамон, но потом в один прекрасный момент я передумал и подумал, что этот трек пока не достоин еще называться на удмуртском языке. Поэтому я его назвал просто You and Me. Давайте зайдем на сайт Рекорда, посмотрим. Они должны были выложить всю инфу. Так, справа. Кстати, странно, что здесь в новостях нету почему-то ничего. Из чарта мы вылетели. Печаленько. О! А в разделе лейбл мы есть. Сейчас зайдем, посмотрим. Вот мы какие красавцы. Вот это мы. Давай, зарубайся. It's You and Me. Если честно, я не сильно еще разбираюсь во всем древе радиорекорда, что зачем там идет. Если трек выпускается, по логике должен попадать как минимум в эфир, а как максимум уже в чарт. Люди голосуют, если вам трек понравился, ставят лайки, поднимают этот трек, ну и все, он попадает в эфир и начинает колбаситься. Самый крутой саунд в Удмуртии пишется здесь, на моей Удмуртии! Да, такие дела. В скором времени выходит еще один трек, но об этом мы расскажем в следующих выпусках. А мы погнали дальше, у нас впереди дискотеки. Всероссийские зимние спортивные любительские игры вместе с проектом Эктоника. Погнали! Со мной великие биатлонисты уже фоткаются. Ребята, это Слава! Поднялся, молодец. КБСС. Пару слов для наших подписчиков, можешь что-нибудь? Парни, вы крутые, раз вы там смотрите, читаете, пишите. Дальше будет круче. Друзья, сейчас мы узнаем последние новости у буранских бабушек. Что у вас в жизни происходит? Какие творческие есть тенденции? Что-то новое сделали? Я такие грамотные слова как-то тенденции не знаю, но нам подарили красивую песню южноамериканских индейцев. Мы ее перевели, Так, спели и у тебя записали уже. вот, точно же, а? Вот моя голова-то старая уже, а? Да. Да, как где-то вы ее уже презентовали? Нет, еще, ждем тебя. Мы же с вами клип хотели снимать. И клип снимем, когда все бабушки выздоровеют. Снимем. Хорошо. Надо, чтобы весь состав был. Отлично. Ой, давай, Владислав Сергеевич, почему вы такой мятый, некрасивый? Я в последние 3 дня вообще не могу никак в себя прийти. У меня ОРВИ, болит горло, голова болит. А как же коньячок, панацея твоя, вездесущая? Я вчера попробовал конинки. Антигимн. Всем привет! Кто не знал, у нас в Ижевске прошел молодежный фестиваль «Автолет Арена». Он проходил на стадионе «Динамо». Принимали именитые участники. Действительно, я таких даже не знал, но это минус лично мне. Наверное, один из самых главных автоменов республики, Ижевска, вообще всей Удмуртии, это Владимир Гольцов. Разберемся, возьмем интервью, ну и посмотрим на эти крутые тачки. Погнали!
А расскажите, что сегодня здесь проходит? Как вот это представление техники. Техника? Да. Дрифт. Вон дрифт показывают. Полицейский показывает дрифт? Да. Парни, здорово! А что сегодня здесь проходит? Гоночный. Гоночный? Кто кататься будет? Я смотрю, тут полицейский показывает, как надо, да? Они не умеют. Да? Да? А как эта правильная штука называется? Понятия не имею. Она переделана из БТР, из боевой машины. Бронетранспортер, она и плавает. Тут пушка скорострельная 37-миллиметровая, 6 тысяч выстрелов в минуту. То есть ее запросто в воду кидаешь, и все, она пошла там. Она сама заедет. С нами советский гонщик, просто легенда. Владимир Гаврилович, для наших подписчиков, для нашей молодежи, с чего вы начинали автоспорт? Как это все началось? Да. Конечно, родители. А это какой год был? Он посадил меня, и я просто управлял автомобилем, начал управлять автомобилем. Они за спортивный же автомобиль. А за спортивный когда сели За уже? спортивный автомобиль я здесь устроился в 1974 году и пришел на автозавод. Посмотрев фильм «Гонщики». И вот после этого фильма я посмотрел, что у нас же есть автозавод, и как раз показывали наш автозавод, и есть такие гонки. И я... Вы загорелись? Да, я устроился на завод работать. Маленькие соревнования, показал себя, и меня пригласили в профессиональную команду. И вот в этой команде я был до 96-го года. Все люди разные, но научиться можно всему. То есть воспитать можно в себе все. Поэтому надо попробовать. Тектоника, кому нашьет. Давайте еще раз. Россия же. Да. Сегодня мы присутствуем, наверное, на первом ижевском фестивале, который называется «Автолет». А вообще нам надо, кстати, к Наталье Гольцовой. Если кто не знает, то она сейчас является министром спорта. У нее есть своя автошкола. Вообще она очень крутая женщина, так что мы с ней сейчас встретимся и поговорим. Удмуртия, территория спорта! Наталья Владимировна, для наших подписчиков, для всех, кто смотрит проект «Тектоник», пару слов про автоспорт, что сегодня происходит и куда идти обращаться молодежи, если есть желание поучиться. Во-первых, Удмуртия – это территория спорта. Я надеюсь, это вы не забыли. Во-вторых, Удмуртия сильно заряжает. И это видно по автоспортивному фестивалю. Видно, что у нас есть автоспорт, он с давними традициями. Если есть желание прийти, обучиться и повысить свое мастерство, то тогда вам в школу гонщика Гольцова Рейсинг. Они все равно будут спрашивать, надо приезжать на своем автомобиле или вы предоставляете автомобиль? Чтобы узнать ваш автомобиль, как он реагирует в экстренные ситуации и действует, то лучше, конечно, обучаться на своем автомобиле. Но есть и гоночные автомобили, если есть такие желающие, конечно, можно попробовать. Все, спасибо вам большое. Эй, друзьяшки, сегодня мы в Можге, клуб «Жара». Здравствуйте. Не надо вас знать? Пару слов о Ване Котельникове. За что вы его любите? На удмуртском или на русском языке говорить? На удмуртском, конечно. Ваня Котельников самый... на удмуртском? Так да. Вижмо, творческий Вань Улон... Нет, не буду я. Все. Чего, смотрим? Я хотела посмотреть ВКонтакте, что у вас там написано. Чего вы там вообще пишете? Мы смотрим, кстати, прямой эфир ваш. Нравится? Ну, как сказать. То есть, когда Петя говорит нравится? Просто не нравится то, что уже вы перешли на формат русского языка. Я знаю, что вы изучаете удмуртский язык, так, как Александр Владимирович. Но, тем не менее, вы должны пока еще на удмуртском языке больше вести. Мне понравилось, когда вы проводили опрос. Какой тест-драйв вы проводили? Чего вы там? Насколько он любит свою жену. Вот. Скажите мне, чей это проект? Путинский. Да нет, я не верю.
только посмотрев в твои глаза. Это дефир, это дефир. Во-первых, он опять начало съел. Ну что ж, ребятки. Давай, сейчас запишем. Давай, внятно, чуть-чуть Ну что ж. не торопись, без суеты, пожалуйста. Что ж, ребятки, 4-й влог завершился. Такой у нас вот получился. А вы, конечно же, не забывайте подписываться, ставьте лайки. И не забывайте про самое главное событие лета 2018. Это Open Air Ectonica. Билеты уже в продаже. Заходите в наши группы ВКонтакте и в Инстаграм. Вся информация выложена. Мы вас любим, целуем, крепко обнимаем. Ectonica с вами навсегда и навечно. И услышит мои слова великий Бог, великий колдыщин и реализует их в жизнь.